Друзья, кому нужны камни для бани, приезжайте сюда. О! Каменные бани здесь. Бани для камней. Вот такие как раз. Слушай, Алай вообще. Бұл Алай шейтмеға, вообще капец там. Альберт айта, арқаңа ятты. Когда волны, этегі хуғалар, біз арқаны тырнайды. Арқа қысытқанда самое то. Осыдап тұрып, арқаға ятқаным өді прямо рахатленіп, арқа қысы оқанды. В отличие от Гелека, здесь вода идеально чистая. А все равно песок будет такой, будет его. Здесь идеальный, вон. Тап-таза. Чистое. Блин, Такое чистое море еще не видели. Да, В Кемере, оказывается, достар, вода очень чистая, прямо обалденная. И горы. Да, и вид очень красивый. Вот смотрите, с берега. Видали? О, какие горы. Это прямо с пляжа, вот такие вот. Везде окружен пляж вот горами. Вот такими горами. Очень красивый пляж. Это тогда Вообще классно. нам очень понравилось. И вода просто зеркальная, прямо капитально чистая вода. Такую чистую воду мы еще ни в одном регионе не видели. Сегодня вот столько бараболи я покушал. В этом Черноморском Сочи это бараболи килограмм 10,5 тысяч стоит такой. Здесь я сколько я? Ну 2 килограмма съел, наверное, на 5 тысяч. 5 тысяч. Блин, смотри. И креветок наели. Она кидана, та что трогала, контрабанда. И креветок я еще съел на 1000. Креветок ты, надеюсь, точно наела. Мируша замерзла, одевает халат. Вода, кстати, очень сильно нагрелась, я вам уже говорила, даже теплее, чем летом. За все лето нагрелась, и вода просто обалденно теплая. Но я сейчас, так как похудела, очень сильно мерзну, поэтому я с собой теперь халат таскаю. Зато тепло и сразу же высох. Смотрите, обратите внимание, доктор, сейчас вот обед, да, пляжа вообще почти никого нету. Никого. Да и в основном, я уже об этом вам говорила миллион раз, много раз, да. В основном почему-то все отдыхают возле бассейнов. Возле бассейна шрым тулыкаши, как муравейник. Вот такой вот берег такой каменистый, но не крупные камни. И, между прочим, ногам абсолютно не больно. Берег офигительно классный, мне понравилось. Ну, вода просто шикардосная, духа. Очень шикарная вода. И пляж просто офигенский. И вот этот вот мужчина тоже просто бомба. Ну. Ну что за мужчина? Я хочу от тебя сына. Да. Самый довольный, самый рад этому празднику, конечно же, Альберт, любитель пива. Он сегодня будет дегустировать все виды пива с утра прямо. Еще будет раки, всякие вкусняшки будут. Какие вкусняшки? Турецкого пива будет или что? Ну, я не знаю, какой это вкус. Да? Мы впервые, мы сами не знаем. Короче, вместе с вами все увидим. О, открыли! Смотрите, как ринулся народ. Вот так, смотрите. Офигеть, блин! Все бегут. Абантуй меня идут так. Парагадали меня тележка, пиво халкуганда, целая тележка. Прикиньте, сейчас тут я вам все покажу. О, вы же тоже пивовар. Ну так. Будете дегустировать, нет пива? А здесь одно и то же фес. Да? Разливают, дают пиво, СС, который у нас в Уфе выпускают. Это вообще-то наше уфимское пиво, блин. Что его пробовать-то, блин? У нас в Уфе каждый дурак это пиво пьет. Дают, короче, вот кукурузу. Ну, кукурузу столовой тоже каждый день дают. Это километровая очередь какая-то за раком. Коля, вон ее стоит. О, да, действительно, вот это рак я разбираю. За раками, оказывается. Это раки? А что? Креветки. А, креветки, бляха. Мы тоже думали раки. Да, это очередь за креветками, оказывается. А когда будешь дегустировать пиво? Сейчас креветки возьмем? С чем? С чем? А вы откуда меня знаете? Из Татарстана. Чалынан? Нифига себе. Достар, меня узнали тут. А здесь, прикиньте, делают бургер из мяса. Сейчас доктор меня сделает бургер. Кутарасы, гуан халала.
Кутарганцы, Бешкен, Итхалалас. И вот такой вот бургер мне. Офигеть, смотрите, это что такое? Это мне в рот, конечно, не залезет. Пиво и без. Лучшее пиво в Турции. Че, как пиво? Альберт? Пиво, оно пиво. Отличное. Ну это же обычный эффект. Ладно, зато нам... Ну при такой обстановке это просто шикарно. Мужики довольные, просто обалдевают. Вот смотрите, сколько много полуголых мужиков бегают за шашлыком, за креветками, за пивом, стоят, едят, закусывают, пьют. Короче, у всех настроение офигительное. Классно. Вот даже у дочек вот так вот стоят, пьют. Видите, вот такие вот столики тоже. Вот, все довольны. И вот такие вот большие столики. Это что такое? Это барашек, да? Короче, прикиньте, доктор, здесь запекают барашек и вот котлетки из барашка, походу, дела. Здесь делают к пиву. Офигеть, блин, страшный, да, выглядит на самом-то деле. Не очень, да, без головы какой-то страшный. Я не знаю, дадут нам его попробовать или нет. Это вообще-то время утра, понимаете, чтобы вы понимали. Утром уже сейчас все наедятся, напьются, до обеда, походу, дела не дойдут, я так подозреваю. Вот тут тоже что-то делает вот повар. Мясо режет. О, посмотрите, какой я хлеб увидела. Вот это красота. Посмотрите. Вот это красиво. А пончиков сколько. Посмотрите, какие пончики. Боже мой. Дети прямо просто в восторге. Я, короче, не удержалась, тоже набрала вот такие вот печеньки, потому что они очень красивые. Посмотрите, яркие, сочные такие печенюшки. Эх, конечно, не буду есть, но я взяла тоже вот эти вот печенюшки, потому что, доктор, посмотрите, какая красота, смотрите, какие они яркие, красивые. Вот на вкус, конечно, я, доктор, не знаю, какие они на вкус, но все-таки я взяла, не удержала. 15 лет не пил Миллер, еще бы столько не пить. Почему? Вы пьете, наверное, только свое пиво, да? Че, как Миллер? Никакой. А? Никакой. Я не знаю вообще, кто любит этот Миллер. Да? Это... Оренбургский пивовар пьет только свое пиво. Ему нравится только свое пиво. И знаете что, доктор? Оказывается, вот солод, самый хороший солод, закупается в Европе, только в Европе. Наш, оказывается, солод не успевает созревать и не такой ярко выраженный вкус, говорит вот оренбургский пивовар. Из-за этого, говорит, приходится закупаться с Европы. А откуда именно? Бельгийский, немецкий, чешский. Да? Да? Из них, получается, самое вкусное пиво, да, получается? Самое ароматное, самое вкусное. Огурцы их нет, прикольные. Ну, отличается от нашего соленья. Это баранина. Очень вкусная, кстати. Или это не баранина? Баранина. Похоже на баранину. Попробуйте. Я попробую. Баранина. Я дома вспомнил. Неплохо пожарили. Да, вкусно пожарили. Но баран чувствуется конкретно. Баран. Короче, у всех сегодня праздник. Пикничок. Можно даже назвать. Действительно похож на пикничок. Даже вот, смотрите, прохладительные напитки вот так поставили. Со льдом, видите, вот можно взять пепси, там пиво также тоже во льду. Все охладительные напитки. Ну, везде, конечно, очередь. Еды дофигища. Начиная от сладкого с хлеба, заканчивая пивом. А, ты свою же рыбку забыл, Альберт. О, вот это я понимаю. Да, Альберт же, как всегда, перед отъездом в Турцию съездил в главпивторг и набрал соленые рыбки. Вот, смотрите. Он всегда с собой привозит в Турцию много соленой рыбы. Очень много закупается. Окуней никогда не надо сбросать со счетов. Это лучше, чем ихняя ставритка. Вот так билет работает. Такие красивенькие, да?
Вот. А турки не умеют делать такую рыбу, Альберт говорит. Альберт, а почему они не делают такую рыбу? Они же возле моря живут. У них только ставритка. Ну, зато они любят вот это, помнишь? Да. Я же раздевал вместо чаевых его здесь. Альберт, кстати, вместо чаевых раздает соленую рыбу, привезенную из главпивторга. Имейте в виду, если у вас нету долларов, привозите много из главпивторга рыбу, закупайте соленой. И вместо чаевых. Они очень довольны, они очень любят. Даже был, знаете, такой случай. Один раз Альберт сидел, ел, даже не один раз, много раз. Подходили официанты, да, управляющие, и просили у Альберта вот эту рыбку. Прикиньте, угости, говорит, соленой рыбкой. Они вообще обожают нашу соленую рыбку, доктор. Потому что у них такой здесь рыбки соленой нету. Оказывается, соленая рыбка, пиву самая вкусная, это только речная наша рыбка. Вот так в свободном доступе прямо в воды Синдея, там, рагадет пиво. Кишлер приходят и набирают рахатляне, потому что здесь, доктор, бутылочное пиво нету в этом отеле. А нет, кстати, есть в некоторых местах только, но не во всех. И вот поэтому люди набирают пиво. Ну, Миллер вроде нету, поэтому набирают. А, кстати, я думала, тут только этот, как там, пиво только, а нет, вот, смотрите, и водки, оказывается, здесь есть. Набирают, люди пьют, прикиньте, даже водка есть, офигеть. Фестиваль пива закончился, Альберт остался там. До вечера будет фестивалить, а мы с Азалией купаться. Я вообще не купаюсь на самом деле, не хочу. Холодно. Приехала на море. Я сейчас в последнее время вообще не купаюсь. Это у меня страх остался после того, как в море искупалась, и у меня спина развалилась, и с тех пор я уже не купаюсь, боюсь купаться и все. Ну да, без друзей, конечно, скучновато на отдыхе. Все равно нужна компания. Без компании тяжело. Особенно Альберту без компании тяжело, потому что ему не с кем выпить. Вот. Замужество Кавдарда Юнсу Ташу. Даже не представляете. Мы же хотим квартиру в Москве купить, вложиться, инвестировать, инвестиции. Мы хотим заняться инвестициями. Давай, Клибенда. Такие вопросы надо же вместе решать, потому что Адакул Илавере меня решать там, да, такие вопросы меня Экменен тип Илай. Так, давай, мы вам очень благодарны, во-первых, что нам подобрали хорошую квартиру, однокомнатную. Так прямо мы купили, Рузеля, ее выгодно же и вовремя. Под сдачу мы хотим. Да, под сдачу. Смотрите, мен лично покупаю студию. Мәскәүдә алдым, 3 ел тому назад иң беренче квартираны. Ул студияны с балконом, ипотека 20 мең түләйм. А сдаю эту квартиру 55 меңгә. У меня еще остается там деньги на погашение ипотеки другой. Мәскәүдә сдавать этеләр студияларны примерно 50-55 меңгә. Это очень выгодно. Даже на Ханап-Харахан, Сочи, Уфа, Сургут, Екатеринбург, ондай хактар юк. Выгодно сдавать, выгодно перепродать. Менің клиенттарым Башкортстаннан бик күп. Мәскәүгә килеп, бер агай 2 квартира алды. Үзенә һәм катынына, и шуны сдавать итәм инде. Сдаем за 65 тысяч. Купили 2 года назад, очень выгодно, без застройщик, там еще у меня скидка передали инде. Потом тоже Беден райондан, Янсуранан тоже бір апай бар, ол алды мына бірінші тапқыр Москвада, бірінші квартира һәм студия, ремонт эшләнделәр, и сдавать итәбез 60 меңгә. Че? Московская прописка булган, пенсия будет хорошая. Может, московская прописка, что ли? Бірінші квартираларға көте. Конечно. Хәзер мына интересная локация, это Новая Москва. Хактары не такие высокие, и там метро есть. Это Новая Москва, сторону, это Нарафаминска, да? Ну давайте нам, Рузеля, несколько вариантов покидайте. Ипотека алып беришәгез. Просто надо обороты посмотреть по ИП, по самозанятости, не могу сказать. Если донора нет, то у меня есть 2 донора, которые могут стать донорами вам, и тогда семейная ипотека будет 6%. Вы даже доноров можете нам предложить. Да, доноры у меня есть. Оларға, конечно, не бесплатно они просят. Сколько они просят донора? Разно. 200 меңдән 500 меңгә тиклем. Смотря какую сумму вы берете. Москвада 12 миллион алырга була. Ну, потому что, Мирошел, это же выгоднее, сейчас сразу лучше донору заплатить, наверное. Давайте безга донор за 200 тысяч только там, не за 500. Даже если нет своих детей, можно взять семейную ипотеку. И как это сделать, вот как раз Рузеля нам предлагает. Ипотеку можно взять, даже если нет своих детей. Для этого нужен только донор. Донор – это тот человек, у которого хочет вам помочь. Вот, если у вас нет своего донора, то у нас есть список доноров, которые могут вам в этом помочь. И тогда у вас ипотека будет 6% на весь период. Еще есть акция от застройщиков, тогда ставка может быть и 3%, и 4%.
А донором может стать опасно түгілме левый человек, если будет донор? Есть нюанс. Надо выделить ему 6 квадратных метров, но эти 6 квадратных метров мы потом выкупаем. В день сделки мы пишем казну у нотариуса. Это законно. Я вас проконсультирую. Никаких подводных камней нет. Все шито-крыто, потому что я юрист, могу прям все досконально вам объяснить, и у вас будет безопасная сделка. Под сдачу я предложу интересные 3 варианта у метро. Вот. Со сдачи 29-30 год нормально было? 30 тысяч ипотека, за 60 сдаешь, за 30 тысяч в месяц. Можно досрочно, конечно, сдать, но можно вторую ипотеку крыть. И, допустим, даже, не дай бог, того чуть-чуть, и все твоим детям остается, блин. И ты обеспечил свои... Мен шуға айттым да, выгоднее Москвада квартираларға, чем, блин, Афреймда, блин. Мы продаем Афрейм, кому надо, пишите мне. Ай, хадыр алар тоже дурак түгіл, бұғыма бізге керек ма Афреймда тоже Москвадан квартира алады. Кому-то, может, много бизнес керек. Ну да, может, кімдір. Действительно, мы Афрейм продаем, доктор. Мы решили вложиться в Москву. Поэтому, если кімге керек готовый бизнес, без полностью готовый, Альбертқа ядығыт. Холодильник ана пиваларын ултырта бери, хауыта бери. Мы же набрали вот эти печеньки, да. Они оказались очень вкусными, имбирными. Я пошла обратно туда, да, уже закончился этот Октоберфест, да. И у поваров спрашиваю, есть еще вот такие печеньки? Они мне говорят, нет, закончились. Остались только вот такие, говорят. И прикиньте меня, какие огромные печенья дали. Представляете? Ну, это самые блатные. Оплату. Они знали, что меня башкирские домохозяйки мне огромные печенья вердалят. Очень вкусные. Надо попробовать. Они какие азали? Имбирные, да? Да. Это тыгный химак, налёт. Пряник химак. Очень вкусная. Вот нам на неделю хватит до уезда. Мы на апатию терпели. У меня была моя идея. Синие трикондуки, новые, которые. А так одно и то же киян, как униформа. Короче, мы Альберту купили новые еще 3 кошки в Вайкикио. Большой размер, ярко-синий, такой красивый цвет, вообще офигительный. Сейчас увидите. Мен бұнда Турция киес гелана кейндірам Вайкикио, потому что размер есть всегда. Ценник даже. А? Не ценник даже. Ну как-то потому что... Давай кейн. Давай кейн. Ну пакет помню. Я не трачу. Чего был уже? А кейн куда? Давай, кейнге с куратором. А футболка Алмановна? Казал, футболка же. Еще, друзья, такую классную мы футболку ему купили. Вообще бомбическая, модная футболка. Очень понравилась она мне. Я себе хотела, но моего размера не было. Альберта размера было. Футболку тоже одевай. Футболку. Ладно. Футболку тоже давайте. А то каждый день в одно и то же ходит. Күн айын в одной и той же одежде ходят. Все сторисы, бляха-муха, одинаковые. Подумают, что, блин, вообще этот в один день все сняли. Все сторисы. Ох ты! Ты физкультурник с СССРских времен. Вообще келешек. А вы как крали? Тебе нравится? Нормально, Спартак чемпион. А? Спартак чемпион. Салават Юлаев чемпион. Не мотор вет, Альберт. Кешіп тұрай. А? Не, ақшым әмелі. Ну, как то уже Чего? Немеке. Ты же любишь воптя. Вон футболкалар алған хене тәхімдағым, что лур тәхімдағым. А это вот, самый раз тебе. Вообще красота. Ваша сам ты сорсалдай жүр. Ну, выполняй. Физкультурник қоқшаған. Қаралым, да, айдан әлі. Физкультурник. Ой, блин. Действительно, физкультурник, блин. Хатары, қоқшағанда. Физкультурникка. А чё? Это сейчас модная футболка, между прочим. Вот с такими вот. Помните, в СССР носили такие? Вот так вот. Ну чё? Сейчас они в моде, в тренде. Мода циклична, между прочим. О, вот, посмотрите, как деревья блестят. Какая красота. Урынды кіші алдан біз занимать-то вот это достар. Ертерек келер керек ужинға, иначе без места останешься. Ях, места всем хватает, рассчитывали теңді. На всех, ну просто матур урындар болмаққа может енді.
Айда съешь. Салат со шпинатом, салат из турецких мант, салат из артишока, даже салат с мидиями есть. Прикиньте, очень много разновидностей салата. Я думаю, вы смотрите, салат из кальмара. Прикиньте, оливье. Вот оливье, русский салат. Каждый день, между прочим, разные меню. Тут даже есть жареные вот такие вот. Достар қараған есек таштарына кішкене ашау тұралар, шындай мақұл, атмосфера, біздің жерде уттар яна, біздің жерде шәмдер қойылған. Опять плохо. Плов узбекский. То пакистанский, то узбекский. Плов не узбекский. Ой, блин. А я, короче, вот это набрала и вяленый свеклу. Сейчас буду пробовать вяленую свеклу. Да, потому что мен хаманда, блин, туалет қайын деп юрий алмайын. Надоело уже, честно говоря. Как, блин, брейрга кихан, все, начинаются проблемы с туалетом, блин. Пока адаптируешься. Сейчас вот хочу попробовать вяленый свеклу. Так вкусно. Нормально? Очень вкусно. Давно хотела. Как они ее делают? Вялят. И, конечно, таугиты. Киски нажимаем дейм, да? Один черт решаем. Потому что здесь все вкусно. Очень. Блин, я бы все вам сняла. Показала. Чем тут кормят, да. Но там везде очередь. И люди нервничают, когда я начинаю снимать. Показывать. Тут тоже говорю, он женщина на меня налетела. Отругала меня. А хотел, конечно, показать, чем на самом деле здесь кормят. А мына Миреша, если договоришься, гастролочим, я видел, YouTube роликлерде. Они пока асылмағанда сенен пускают, и сен асыл бит кетеді нелер. Да? А е, видео түсіреді. За 5 минут там тегілер. Есть бүте бірін көрсетіп, не етіп. Офигительно вкусно. Постоянно вот кушают траву с огурцами. Один черт этот не помогает в туалет ходить. Вообще не реагирует желудок, абсолютно. А сколько ем? Прям как этот. Корова. Кстати, Достар ресторан вообще работает 24 часа в сутки. Вот кто проголодается, может прийти в ресторан, да, и поесть все, что осталось от отдыхающих. Но там не все, конечно, меню есть, но супы есть, потом есть там картошка фри, наггетсы, там сладкое, ну вот такой вот чай можно попить. Но самое главное, голодным вы тут не останетесь. Вот я хочу сейчас поговорить, чтобы мне полностью показали вообще, чем кормят гостей, пока никого нету. Надеюсь, завтра договорюсь, меня пустят. Если пустят, я вам все полностью обзор сделаю, что вообще здесь подают. У нас традиция арендовать мотоциклы. Не мотоциклы, а как называется, Альберт? Трициклы. Которые Альберт, помните, мне купил же на Озоне-то, и мы обратно отправили, потому что он этот бракованный был. Еще у него шлем был, помните? Вот, сейчас вот этот трицикл арендуем и покатаемся по Кемеру. Это вообще-то не Кемер, это же, мы в пригороде же Кемера, да, Альберт? До Кемера? Кемер это город, что ли? Да. Я думаю, это почти... 100 тысяч населения. 80 тысяч населения, город Кемера, прикиньте. А мы это в пригороде находимся, где отели все находятся. Отельдің есімі Добидам деп аталады. Сразу же мына башлана, мына уша весь по всей улице базар. Мына ушылай. Анда курортный зоналар всегда базар эргәһендә. Бүтін отельдердің эргәһендә базар. Да, всякие бука хаталар. Я не скажу, что у них прямо вот такие качественные вещи. Китайские вещи продают. Нам, короче, нужна аптека, доктор. Хочу здесь аспирин купить. Когда бываю в Турции, всегда покупаю аспирин, потому что у них офигительный аспирин. Вот не то, что наш аспирин. Вот честно скажу, да, вот бір таблетка стягиваю, сразу баш ауыртады. А наш аспирин пьешь, никакого эффекта. Или, может быть, я какой-то не тот аспирин покупаю. Мына менің витамин, кстати. Күрәттім беттегі вақыт. Или күрәтмәнін естемейм уже. Бында тоже тұра. Бында, кстати, купа тұра бында. 855 умножаем на 2, получается 1800 рублей. Мы пока заказываем за 960 рублей. Почему такой вот тұра? Я неше бында болады? Туристическая зона, все лекарства гораздо дороже. Вот Альберт заказывает на Wildberries 960 рублей. Вот Озонда. такие вот. Озонда заказывает, Озонда.
Аптека лечит витамин 2 раза дороже. Офигеть. А может, инде түп керек атып аптекаға барып келеді? Он умеет бибикать. Мы продали. Вот это на кнопку, если нажмешь, он не поедет. Ага. Если еще раз нажмешь, он стоит. Альберт, только ше берме, ишеттің ме? У меня травма. Потому что Альберт итіріп алға бешіне табуретка ма үйрейді оқтар. Былтыр чуть бізді аударманы бір поворотта. Шынан алып бізді азалема қурыққа бұдаға отырырға. Психологическая травма. Да, азалема шынан алып психологическая травма қалды. Ол бір ел шам психологқа үйрені. Прорабатывала этот трицикл. Кому это сейчас заливаешь? Альберт, ты что, ездить не умеешь, что ли? Не умею, он не едет просто. Да блин, вы сломанный какой-то дали, наверное. Красный, давай. А если мы вообще даже до поворота не дойдем? Что, мы вот так, что ли? 10 километров, 5 километров в час? Сколько? 16. 16 километров в час Никогда не едем. Пешком, мне кажется, быстрее. На поворотах полегче. Эй, на поворотах полегче. Если уже точно не полетит. Блин. Все над нами ржут, блин. Ой, блин, кому ты собрался сигналить? Тебя за километр видят. Вот такой нам дали трицикл Дустан, который ездит 16 километров в час. Мы в Анталию собрались. Может быть, через неделю в Анталию будем. Хаим, зачем ты взял этот трицикл, блин? А? Ну можно же было в другом месте взять. В другом месте же можно было взять, Альберт. Он фары вообще, она юхма. А? Вон скалы сейчас врежемся. Врежешься. Аккуратно. А что тут впереди вообще? Да тут отель кругом. Видишь? Кругом отель. Скала кругом. Скала впереди. Все, сдох, что ли? Иняң башы! Че, правда сдох, что ли? Иняң башы! Че за, блин, не берді ол бірге? Трицикл. Қара. Че, правда сдох? А, я? Нет, Шурский шутит тут. Нет, он сдох. Эй, блин, вот Альбертқа не везет трицикл, Дарман, достар, блин. Сазона заказал трицикл, один раз покатался, сломал. Вернули обратно. Сейчас вот сидим, хрен знает где. А вот поехали. Сколько стоит вот этот вот трицикл ты сейчас взял в аренду? 800 рублей сейчас. А? 800 рублей сейчас. Тут кругом отели, доктор. Отели и базары, и все. И аптеки, больше ничего нет. Вот, отель проезжаем. Мы сейчас круг Вот, сделаем просто. базары, да. Везде базары, Ой, везде. пап, там лежачий полицейский. Аккуратно. Мама увидела ковры. У тебя штанишки сочетаются с такими коврами. Папаңды қарап бейтіңді Камеру еще, мы надо потерял. Кстати, а как ты его увезешь? Чемодан не влезет, что ли? Ну тут целый чемодан, отдельно понадобится же. Давай чемодан купим. Ох, матыры. Сколько стоит? Аптеканың қожасы французша сөйлесе, немесе сөйлесе, русша сөйлесе, түркша сөйлесе, блин, еще татарша сөйлесе біледі әлі. Вообще. Прикинь, Ну, я думал, образованный что можно еще фармацевт. торговаться, наверное. Торговаться там? А? Аптекала торговаться Ну, не можно торговаться, по идее. Ай, хактар бешеный, доктор, в аптеке 2 раза дороже, чем мы заказываем с Турции. Та женщина в аптеке стояла, да, на 50 тысяч набрала медикаменты, представляете? И еще люди заказывают, говорят, вот это, привезите. Альберт, а почему через сайт не заказывать, через Озон, как мы? Значит, все таблетки невозможно заказать? Можно, все можно заказать. Просто люди ленятся, и многие не знают, что через Озон можно заказать. Ну вот, взять вот эти, которые твои витамины. Они переходят с сертификатом, потому что Озон проверяет его. А вдруг это вообще подделка моей витамины? Милюша, Озон вот точно не было бы. Они проверяют сертификат. Вот стоит 960 рублей. Вот я же тебе показал. И сама видела, сколько стоит? 950 лир умножаем на 2. Это почти 2000.